представителей не идет работа по разработке закона по отмене смертной казни. Я считаю, что здесь закона и не должно быть по отмене смертной казни. Референдум, разработка и так далее. Я думаю, в 1996 году был проведен референдум. Мы услышали волю граждан Республики Беларусь. 80% граждан высказалось за сохранение смертной казни. Мы знаем, что прошло 20 лет, больше 20 лет. И то, что вот делает сегодня рабочая группа, мы информируем гражданское общество, и не только гражданское общество, а всех граждан Республики Беларусь о очень чувствительном вопросе, который вы обозначили, я обозначаю. Мы хотим обозначать эту тему достаточно периодически, достаточно часто, потому что, как показывает практика, в отдельных случаях граждане не в полном объеме владеют данной тематикой. Сегодня это показало и на встрече со студентами университета. И я думаю, мы уверенно, пускай может медленно, но идем к отмене смертной казни. Но учитывать мнение граждан Республики Беларусь мы с вами обязаны. Это моя личная точка зрения как председателя комиссии и как руководителя рабочей группы. Вот так 20 лет прошло, не готовится ли референдум хотя бы по этому? Поверьте, а вы уверены, что на новом референдуме больше половины граждан выскажутся за отмену смертной казни? Вы уверены? Если вы хотите услышать, я склоняюсь к мораторию на выполнение на исполнение смертных приговоров. Это лично моя точка зрения. А то, что сегодня точка зрения депутатов, так это их точка зрения. Первоначально у меня даже этой точки зрения не было. Ее не было. Но когда я достаточно глубоко системно подошел к этому вопросу и изучил, что имеет практика судебных ошибок, я вот когда посещал Великобританию по приглашению посла Великобритании, в Великобритании были допущены две грубейшие ошибки, которые привлекли к высшей мере наказания невиновных лиц. Вот это рассуждение, вот этот анализ и другой анализ, который дают наши сегодня международные эксперты, привели меня к тому, что я сегодня склоняюсь к мораторию, чтобы исключить фактор судебной ошибки. Но вмешиваться в судебную деятельность, как депутат Палаты представителей, не имею права. Меня этими полномочиями никто не наделил. Я хочу еще дополнить. Если у меня не было этой точки зрения, то, наверное, я бы не был бы в составе этой рабочей группы. Я бы не согласился здесь работать. Надо, чтобы все-таки на формирование мировоззрения граждан нашей страны был какой-то прогресс. Ну, я вот в этом плане работаю. У нас в прошлом году с международными экспертами состоялась встреча с депутатами Палаты представителей в Палате представителей. Эта тема обсуждалась, доносилась. Задача была одна, чтобы депутаты по возможности, в силу своих возможностей, полномочий, данную тему обсуждали в своих округах. Вторая составляющая. Почему мы выезжаем в областные центры и встречаемся с депутатами областного совета, городского совета? У них есть возможность, об этом мы им говорим, и они с нами полностью соглашаются, чтобы эту тему они обсуждали в своих округах. Другие вопросы. Вот почему сегодня, был вопрос, он, мне кажется, в Бресте, почему сегодня депутаты Палаты представителей не выносят данное обсуждение на парламентские слушания? Но у меня сразу вопрос к вам. Если мы вынесем данный вопрос в Палате представителей на парламентских слушаниях, и большинство депутатов меня как руководителя группы не поддержит, вы же завтра напишите: господин Наумович целенаправленно вынес данный вопрос в Палату представителей, а мы чувствуем и видим мнение наших международных экспертов, сырой, неподготовленный. Поэтому пренебрегать вот этими прописными истинами я не имею права.
по работе нашей рабочей группы я регулярно по каждой встрече информирую руководителя, председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко Владимира Павловича. Я думаю, после нашей встречи в вашей областной газете пойдет достаточно широкая информация по сегодняшнему нашему мероприятию. Тем более и вы дадите сегодня информацию в нашей сети, что состоялась встреча, какие вопросы обсуждались. И это уже оказывает определенное воздействие на умы наших людей. Вот это тоже одна составляющая наших встреч.